Добрый день! В прямом эфире на телеканале Юрган программа «Рабочий полдень». Отложите в сторону дела и проведите ближайшие 40 минут с пользой и с нами. В студии Екатерина Борш. Поехали! Сегодня День пионерии. Эта детская организация родилась 95 лет назад. Сейчас многие традиции пионеров перенимает российское движение школьников, в которое вливаются и подростки нашей республики. Лично с меня никто статуса пионер не снимал, а комсомольцев побывать я не успела, так что есть повод считать этот день и своим праздником. И у меня в семейном архиве, например, сохранилось, удалось откопать знамя. Хотя вот громадный арсенал галстуков безвозвратно потерян. Со званием пионеров связано много хороших воспоминаний. Кстати, многие дома творчества детей по привычке мы называем дворцами пионеров. А в Воркуте любимое место отдыха горожан – аллея пионеров. Этой осенью к 40-летию парка его преобразят. Появится зона для прогулок, зона отдыха, спортивные и игровые площадки, декоративное освещение. В процессе благоустройства зеленые насаждения, а это деревья почти 70% площади занимают, приведут в порядок, избавиться от засохших стволов и веток. И повод пополнить копилку добрых дел. ВКонтакте появилась группа бесплатной юридической помощи. Туда можно обратиться за консультацией, если она вам нужна, и предложить свою помощь, если вы квалифицированный юрист. Кстати, завтра можно бесплатно поучаствовать в образовательно-установочном семинаре по оказанию юридической помощи по 3 направлениям. Социальные обязательства, развитие некоммерческих и социально ориентированных некоммерческих организаций и программу поддержки молодых семей. 20 мая в 10 часов на базе Академии Госслужбы. И к планам на выходные. Завтра ночь музеев. Музеи республики тоже подготовили свои программы. В национальном программа называется «106 оттенков красного». Центр культурных инициатив «Югор» покажет взаимоотношения человека и современной повседневности, человека и мечты. Национальная галерея танцует. Все поклонники социальных танцев смогут исполнить или освоить простые па прямо под открытым небом. Акций много, выбирайте на свой вкус. Афиши выложены на сайтах ваших любимых музеев. И к теме эфира. Сегодня в программе мы говорим о сохранении и развитии родного для нашей республики языка – коми. Как современные технологии способствуют этому процессу, какие электронные ноу-хау уже придуманы, а что еще только будет воплощаться, узнаем у гостей нашей студии. Я с удовольствием их представляю. Это руководитель Центра инновационных языковых технологий Марина Федина. Добрый день. Добрый. Редактор бюро официального перевода Любовь Матвеева. Здравствуйте. Здравствуйте. И учитель комязыка и литературы гимназии искусств Жанна Сидева. Добрый день. Напомню нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире 46 90 60, заветные 6 цифр, которые вы можете набрать и задать вопрос нашим гостям. Может быть, это будет не вопрос, а какое-то предложение, идея, которую вы давно вынашиваете, но вам некому ее высказать, так что звоните, участвуйте в нашем эфире. И первый вопрос, который я хотела задать, мы сегодня будем говорить о развитии языка, развитии коми языка. Ну вот какие-то параметры, признаки именно развития вот этого вот процесса. Как можно понять, что язык развивается? Ну, да, вопрос достаточно объемный и сложный, потому что, с одной стороны, язык – это живой организм. Он существует, как любой организм, сам по себе, и какие-то закономерности, какие-то процессы идут внутри, независимо от нас. С другой стороны, язык, он всегда обслуживает общество. И в данном случае, насколько он функционально востребован, насколько он используется, от этого тоже зависит очень многое. И, естественно, с этой стороны обществу нужно прилагать какие-то усилия для развития своего языка, которым он пользуется. Но основной параметр любого развития, наверное, это позитивная динамика в чем-то. Да? Это могут отслеживать только ученые, или да все-таки обычные пользователи этого языка тоже могут понять, что на самом деле развивается, не умирает, не стоит на месте? Ну, условно, возьмем такой параметр, как количество говорящих на языке. Есть два параметра. Это количество носителей, которые, к сожалению, в настоящий момент у нас потихоньку сокращается в силу объективных причин. А с другой стороны, это другое понятие, то есть говорящие на языке. Потому что говорящие на языке могут быть далеко не носителями языка. Они могут изучать язык
школе? В школе, они могут изучать язык через интернет, они могут изучать по любым разным вещам. И с другой стороны, еще такой важный параметр, который очень важен для любого языка, расширение его функций. Не в сторону уменьшения, то есть не уменьшение функций, функциональности языка, а наоборот Под функциями расширение. что мы подразумеваем? Где используется язык, функциональная среда его. Ну, условно говоря, сейчас та же самая сфера электронная, общение в электронной сфере, это один из новейших, скажем так, сфер функционирования языка. Если язык там есть, значит, он расширяется. Если его там до сих пор нет, значит, это грозит тем, что он функционально будет усекаться. Да. То есть и много-много различных других параметров. Как считаете, Жанна Генриховна? Да, конечно. А школьники, кстати, вот как реагируют? Вот я понимаю, конечно, что гимназия искусств все-таки один из таких элитных учебных заведений. Но вот любят ваш предмет? Ну, любой язык в умелых руках, это еще Куприн говорил, он может стать такой силой в развитии ребенка. И вот, учитывая это, можно сделать такие вещи с ними на уроках, можно так развить ребенка через электронные разные носители, через разные... Если, скажем, раньше я им предлагала побывать в роли авторов книг, побывать в роли режиссера и создать мультфильм на бумажном носителе, то сейчас это можно через электронные носители, через интернет, через вот, используя всякие разные... А им это нравится, и поэтому конечно, нам не хватает 45 минут, чтобы что-то создать, не замечаем просто даже времени на уроке. На коми-язык и коми-литературу нужно увеличивать, да? По крайней мере. Раньше было 3, сейчас вот 2. Я думаю, что 3 часа нужно обратно нам вернуть. Не хватает этих 45 минут. Просто нужно сделать так, чтобы язык был инструментом для развития человека, самого человека, для развития общества, чтобы он был востребован. Тогда язык будет развиваться. Ну вот вы говорили о том, что есть носители, есть те, кто говорят, и ведь на самом деле постигают, познают наш коми-язык не только жители Республики Коми, которые, казалось бы, там ежедневно соприкасаются с этим. Ведь масса случаев, о которых тоже наверняка в СМИ вы, дорогие телезрители, читали, когда жители Москвы, да, их привлекает и интересует этот язык, они самостоятельно с помощью вот наших каких-то специалистов начинают его осваивать, так? Ведь это не единичные случаи. Да, конечно. Вот, например, если из нашего примера взять, многим нашим телезрителям, наверное, известен такой человек, как Себастьян Каньоли из Франции, молодой человек, который очень хорошо знает, сам изучил коми-язык и сейчас активно развивает информацию про Коми-республику во Франции. Или тот же самый из Финляндии Нико Партанен, достаточно любимый всеми и известный. Он вначале изучил коми-язык, а потом уже начал только-только постигать русский язык. Или, скажем, ну, если вы привели в качестве примера Москву, вот одна из последних примеров от Анастасия, которая сама русская по национальности, кандидат физико-математических наук, преподавателем ГУ. Да, то есть это не ограничивается, кто ты и кем ты являешься по национальности. Если эта сфера, этот язык тебе интересен, ты будешь его изучать. Это по каждому языку-то. А ведь для каждого языка есть, наверное, вот, точнее, подходящий метод для каждого языка, для развития языка. Вот что-то об этом. Вот что делается для развития языков в целом мире? Вот недавно, относительно недавно была конференция, да, собирались, говорили не только ведь о коми-языке. Вот. Да, совершенно верно. Конференции по развитию языков вообще, наверное, ежегодно проходят несколько сотен по всему миру.
В нашей, вот ту конференцию, которую вы упомянули, она достаточно своеобразная, потому что затрагивает именно ту сферу, которая сейчас актуальна. Это электронную сферу, электронную письменность. И там действительно очень многие из разных регионов России собирались и из-за рубежа. И затрагивали все сферы функционирования языков. Это и школа, это и официальные вещи, то есть на официальных сайтах, как представлен язык, это и блогосферы, это и разработки специальные, это и школьные какие-то разработки, которые всеми могут использоваться. То есть весь спектр был обсужден и достаточно интересно и продуктивно. Любовь, у вас получилось поприсутствовать на этой конференции или там сферу занятости нет? Конечно, нам удалось поприсутствовать на этой конференции и даже провести одну из секций на этой конференции. И, как уже было сказано, участники обсуждали очень большое количество вопросов, разговаривали о развитии собственных языков и как они их развивают, какая у них ситуация на сегодняшний день. Например, от нашего бюро было представлено доклад, и мы говорили о том, как на официальных сайтах и в районах, и в нашей столице язык, коми-язык функционирует в интернете. Например, это официальный интернет-портал. Там информация представлена и на русском языке, и на коми-языке. И там все новости дублируются на коми-языке. То есть оно... При желании можно на русском прочитать, можно на коми. Любой человек может ознакомиться и с коми-текстом, коми-версией, да, и с русской. Ну, это ведь право любого человека получить информацию на своем родном языке. Это и нормативно у нас предусмотрено и федеральными законами, и региональными законами. И это просто общечеловеческая, скажем так, норма. И если это есть, и тем более если язык государственный в данном регионе, то это обязанность государства предоставить такую возможность. И мне удалось поучаствовать на этой конференции. Я проводила мастер-класс, как создавать электронные пособия и либо электронные учебники, пользуясь бесплатными программами. Мне очень понравилось выступление норвежца, который рассказывал о своей программе. Правда, она платная, но прямо внутри этой программы можно создавать пособие и прямо в этом же пособии создавать какие-то ролики с детьми, научить во время занятий совершенствовать их. Потом это сейчас очень важно, потому что становится все больше почему-то карантинов, много очень индивидуально обучаемых детей, дистанционно обучаемых детей. И эти электронные пособия здесь помощь, потому что они сами практически автоматически затем оценивают ребенка. Ребенок может на самоконтроле себя проверить, как он освоил все это. И обратно учителю послать прямо на этом пособии, по обратной электронной почте послать все, что он Сокращается сделал. Временные затраты, получается, на обучение. Да? И как бы не проблема, что не обязательно ехать к ребенку, можно вот так вот в эфире общаться. По скайпу общаться, можно по почте. Вот наш телеканал тоже значительный вклад делает в развитие коми-языка, я считаю. Вот часть программ, наверняка, наши телезрители знают, проходят на коми-языке. Есть интересные программы по изучению коми-языка. Например, одна из программ «Говорим по коми». Давайте один из выпусков посмотрим. Филипп, а как по-вашему будет тундра? Тундра и будет. Во как! Тундра в Африке тундра. Вот так
не замечая, можно пополнять себе словарный запас, даже если вы не говорите на каком языке, да? Конечно. Вы пользуетесь, в своем арсенале используете, точнее, да, программы нашего телеканала? Можно? О, конечно. Во-первых, нужно сказать большое, огромное спасибо телеканалу Юрган, что он разные программы, разные подходы сейчас современные использует. Я преподаю еще коми-язык среди студентов, и мы достаточно часто используем не только эту программу, которую вы сейчас показывали, но и те, которые не для специального изучения, обучения коми-языку, а в качестве, например, аудирования мы используем. Например, те же самые кассеты или другие программы, которые у вас сейчас выходят, Анет и так далее. То есть те вещи, которые интересны молодежи. И когда молодой человек видит что-то интересное, он хочет это узнать. А если хочет узнать, значит, он должен освоить язык, чтобы понять, о чем там говорится. Ну, те же самые песни, караоке и так далее. И мультфильмы у нас на том языке. Вот и фильмы да, известные, излюбленные. Конечно. Тоже. Мультфильмы наверняка смотрели тоже с детьми, да? Конечно, мы не только смотрели, мы и сами создаем мультфильмы. Тем более их не так уж как бы сложно создавать, можно и пластилиновые какие-то самые легкие, можно и посложнее программы взять, особенно с художниками нашей гимназии. Но я вообще думаю, что в любой школе есть рисующие дети, поющие и любящие искусство, поэтому можно, главная мотивация, замотивировать детей всякими видами разными интересными работы, чем они вот постоянно пользуются. Вот в этом году, благодаря усилиям многих, конечно, педагогов и вот повышенного интереса к коми-языку в нашей гимназии, ученица 9 класса, которая обучается коми-языку неродному, изъявила желание идти учителем коми-языка. И она будет в 10 класс наш поступать гуманитарный и дальше изучать, и очень серьезно идет к этой цели. И будет сдавать экзамен по коми-языку сейчас неродному за 9 класс. И я очень надеюсь, что у нас ряды учителей пополнятся. Книги – это еще один повод и стимул выучить коми-язык. Вашему вниманию представляю нашу любимую рубрику «Книжные новинки». К сожалению, технические какие-то, чуть попозже мы посмотрим, обязательно, мы пока продолжим разговор. Книги ведь на самом деле сейчас много издается на коми-языке. И ведь есть даже такие издания, вот по крайней мере детские, которым вы чуть попозже познакомитесь, которые прям можно наполовинку развернуть, половинка на русском, половинка на коми. Можно даже таким образом, наверное, учить, да, ведь по пониманию, по крайней мере. Естественно, но книги вообще во все времена были важны. И, например, и сохранение этих книг, книжного наследия, это тоже очень важно. Ну, например, сейчас мы в нашем центре делаем такой, переводим все книги, которые были изданы на коми-языке, в цифровой формат. Чтобы затем... Крайне удобно. Да, очень Здорово. удобно. С одной стороны, это мы сохраняем все книжное наследие, а с другой стороны, мы даем возможность с этими книгами ознакомиться. Более широкий доступ, Конечно, получается. Да, абсолютно. И это те книги, которые сейчас уже в доступе, их можно на онлайн коми-библиотеке посмотреть. Или, например, другие формы, аудиобиблиотека на коми-языке, да, где можно просто слушать, а не читать, когда у вас есть возможность, когда вы гуляете, когда вы куда-то едете. Это уже такие версии тоже есть у нас в республике, так что масса различных возможностей. И я думаю, что книга всегда есть книга, независимо от того, в каком она формате. Все-таки вашему вниманию книжные новинки. А знаете ли вы, что вокруг нас обитают невидимые глазу фантастические существа? Они могут обитать везде. В лесах, в водоемах и даже в самых таинственных уголках вашего дома.
Представьте себе, что любой из ваших знакомых может оказаться колдуном, добрым или злым волшебником. На эти вопросы вы найдете ответы в увлекательной сказке о добром мальчике Шундере, что в переводе с коми языка означает «озорник». Когда он родился, его сглазила повитуха, и он совсем не вырос, остался таким же маленьким, как и родился. Мы совершим увлекательное путешествие в древний мир коми народа. В сказках живут фольклорные герои Вырса, Васа и Тун, колдун. В 2008 году эту волшебную сказку написала Елена Козлова и даже была удостоена Международной литературной премии. А в прошлом году писатель из Ханты-Мансийска Павел Черкашин ее перевел с коми языка на русский, а художник Геннадий Шарипков украсил ее красочными рисунками. Спешите читать самые интересные книжки первыми. Удивительные книжки ждут вас в Маршаковке. Читайте книги и приучайте к этому своих детей. Немножечко заговорили мы о центре. Вы поподробнее расскажите, чем центр ваш занимается? Вот, создаете пособия, создаете книги в электронной... У нас центр достаточно интересно называется. Он Центр инновационных языковых технологий. Да? Сразу видно взаимосвязь языка и какие-то технологии. И состоит из двух структур. Это лаборатория информационной поддержки, где создаются все электронные вещи, которые, то есть мы создаем инфраструктуру для того, чтобы язык функционировал в интернете. То есть мы даем инструмент для других, которые бы могли потом этим языком пользоваться и знакомиться во всемирной паутине, так скажем. И другая вещь, другая структура – это бюро официального перевода. Она занимается немножко другим вообще направлением. Она обслуживает коми-язык в официальной среде. Я думаю, что... То есть это как раз-таки одно из зон расширения, да, сфер языка, функционирования. Я думаю, что да, Любовь Дмитриевна более подробно об этом скажет. Ну, чем же занимается наше бюро? В первую очередь это перевод всех законов, которые выходят у нас в республике. Они связаны ведь нашей жизнью со всеми ее частями, да? И мы все эти законы, постановления, которые у нас издаются, мы переводим их на коми-язык. Это, скажем так, одна часть. И кроме этого, каждый год в наших районах и в городах проходят выборы. Мы выбираем или глав поселений, или главу республики, и есть избирательные бюллетени. Каждый из нас, приходя на избирательный участок, он находит, ему выдают этот избирательный бюллетень, и он обнаруживает, что он на двух языках. Вот то, что написано на коми-языке, это все выполняется у нас в бюро. Кроме этого, у нас еще есть одна часть работы, которая связана непосредственно с переводом, с синхронным переводом. Бывает, каждый год проходят конференции коми народа или съезды коми народа, которые раз в 4 года проходят, и мы все, что говорится на коми-языке, на конференции, на съезде или на других каких-то либо мероприятиях, которые проходят также, да, переводим на русский язык. Этот синхронный перевод, он абсолютно отличается от той работы, когда мы работаем с законами или постановлениями. Ну, там, наверное, такой скрупулезный подход, да, побуквенный какой-то. Там мы можем воспользоваться всеми словарями, всеми источниками, которые у нас есть в доступе. А при синхронном переводе мы уже все словари должны держать у себя в голове, чтобы вовремя и в нужное слово найти и правильно передать мысли говорящего, который другому человеку, который его не понимает. То есть от нас зависит, как говорящего докладчика или поймут другие. Синхронный перевод — это высший пилотаж. То есть там надо прям сходу не только
понять смысл, но и эмоции какие-то передать. Да. Ведь тоже нужно правильно выстроить предложение. Потому что иногда от эмоционального настроя участника, делегата или еще человека зависит то, как он говорит. Он может выражать свои эмоции жестами, и нам нужно даже голосом рассказать или донести до слушающего, что хотелось сказать человеку. То есть это очень такая интересная работа. Ну вот кроме официальных документов, к вам же еще обращаются, наверное, частные лица как-то переводы. Вот какие-то, может быть, не знаю, какой-то казусный пример или интересный, любопытный, который запомнился вам. У нас бывают обращения различные, да? Каждый человек может, увидев, что это бюро перевода, к нам обратиться. И бывает так, что приходят люди, которые на иностранные языки хотят перевести какой-либо документ или какой-то любой текст. Да? Недавно к нам обратились с очень хорошей, интересной просьбой перевести текст на китайский язык. Но, к сожалению, мы не владеем китайским языком, и мы просто им попытались помочь, куда им можно обратиться. Да, потому что они к нам пришли, мы, не владея им, мы хотели им все равно помочь. Пора нам прерваться на рекламу буквально на пару минут. После блока свежих новостей и продолжения программы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спасибо, Саша. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорим о жизни и развитии коми-языка. И вновь представлю гостей нашей студии. Это руководитель Центра инновационных языковых технологий Марина Федина, редактор Бюро официального перевода Любовь Матвеева и учитель коми-языка и литературы гимназии искусств Жанна Сидева. Такой интересный момент я вам хотела и вам, дорогие телезрители, рассказать. Может быть, вы с этим еще не знакомы, и, может быть, вы даже об этом не слышали. Национальная библиотека Республики поделилась своей новой онлайн-разработкой. Уже с начала мая в тестовом режиме действует игра «Угадай, прочитай» для тех, кто изучает коми-язык и интересуется им. Нужно разгадать название произведений, использовав минимум подсказок. На сегодня игру установили более сотни пользователей, среди них уже появились даже рекордсмены по числу очков. Так вот 797 баллов набрала Мария Бушенева, может быть, даже к теперешнему моменту у нее еще больше. Задание как на коми, так и на русском языке. Игра состоит из 3 блоков, по 30 заданий разной степени сложности. В первом, например, игроку предлагают угадать название литературного произведения по ключевому слову, при этом дается 5 подсказок. Чем меньше подсказок будет использовано, тем больше очков наберет пользователь. Есть второй, третий этап. Можно в ВКонтакте найти группу Национальной библиотеки и познакомиться с этой игрой. Я думала, будет интересно и говорящим на русском языке, потому что я попыталась. Задание сложное. Видимо, я не буду рекордсменом там. Ну и можно заодно и поучить таким образом коми-язык. Вот на самом деле игры, книжки, раскраски недавно вот презентовали, мультфильмы, много всего для малышей, детей, да, создается. А молодежь, вот насколько она активно подключается и любит говорить на своем родном языке? Это одна из ключевых факторов развития языка, то, что вы сейчас сказали. Насколько молодежь примет эстафету, насколько активно она будет разговаривать, использовать язык, от этого зависит будущее языка. А для того, чтобы молодежь использовала, нужно, чтобы языковой инструмент был в формате молодежи. Им было бы интересно, да? Конечно. То есть именно современность языка, его функциональность, от этого очень много зависит и интерес. Если молодой человек может развивать себя, показать себя, а среди себе подобных именно посредством языка, это будет развитие языка. Например, та же самая блогосфера, да? Почему очень активно сейчас развивается на коми-языке? Я предлагаю просто вот вместе с нашими телезрителями попутешествовать на вашем сайте и показать, что на самом деле коми-языком пользуются в интернете не только с помощью пособий, разнообразных книжек. Вот на самом деле и блогосфера, и ВКонтакте есть группы. Вот давайте попутешествуем. Мы вышли на заглавную страницу вашей лаборатории fu-lab.ru, адрес. Вот на заглавной я прошу нашим телезрителям показать. Мы бежим куда? В лабораторию. В лабораторию. Так.
лаборатории. Тут есть Заходим вот в вики, Wikifilab. да, в вики-страницу мы выходим. Вот мы уже там. И здесь я просто вниз прокручиваю, правильно, да? Можно так, а вот можно полный список язычных ресурсов интернета зайти, и вы получите более подробные то, что сейчас есть вообще в интернете. И внизу, в самом низу вы можете посмотреть все вещи, в том числе современную благосферу на коми-языке. Так, я еще не дошла, да? Да. Да. И все эти группы Вот ВКонтакте, которые есть. Говоря раз. о Это группах блоги, ВКонтакте и о блогах, Все с нужно- ссылками, это не просто Естественно, название, да, все очень естественно, удобно, да. прям сразу. Да, то есть можно зайти сразу, посмотреть, кто чем занимается. Это ведь творчество молодых, молодежи. Никто их ведь не заставляет делать это. Никто им за это не платит. Они делают это по своему хотению, по своему желанию, потому что они могут таким образом реализовать свои творческие потенциалы, свои творческие возможности в этой сфере. Вот он, явный показатель того, что коми-язык активно развивается, не просто развивается, а активно развивается. А насколько я помню, всегда возникали сложности с нашей любимой буквой. О, с двумя точечками вверху. Вот сейчас таких проблем уже нет. Да? Есть прям специальные раскладки клавиатуры с коми-языком. Давайте вот небольшой фрагмент, прям самое начало видеоурока по установке такой раскладки. Набираем фразу «коми-раскладка клавиатуры» в любом поисковике, например, в Google. Нажимаем на первую ссылку. Попадаем на вики-страницу Межрегиональной лаборатории информационной поддержки функционирования финно-угорских языков. Скачиваем установочный файл. Для этого нажимаем на соответствующую ссылку. Запускаем установочный файл и отвечаем положительно на все вопросы программы установки. Далее. Я принимаю все условия соглашения. Далее. В меню «Параметры установки» выбираем самый удобный. Вот видеоинструкция, естественно, она будет длиннее, всю мы сейчас показывать не будем. На сайте у вас можно найти. Конечно. И на самом деле уроков-то вот это не Много, единственный да, урок. Да. естественно. Но на самом деле раскладка – это основа основ. Самый первый инструментарий, который был создан, и то, что дает возможность писать на коми-языке в любой операционной системе. Так что все остальные видеоуроки и не только видеоуроки, инструкции можно увидеть на нашем сайте. И все это бесплатно для наших пользователей, для наших родителей, для учителей, для школьников. То есть говорить то, что сейчас невозможно приобрести какой-нибудь словарь, но это уже вчерашний день. В доступе, да? Это уже вчерашний день. Пожалуйста, пользуйтесь. Есть и видеоинструкции, и словари, энциклопедии разнообразные, есть книги на коми-языке. Вот заходите и пользуйтесь. В самом начале программы нашей я телезрителям предложила позвонить в прямой эфир, и, возможно, у вас возникнут какие-то предложения. Я надеюсь, что вы, дорогие телезрители, их еще обдумываете, они у вас складываются. А вот у нас в студии такое предложение уже сложилось. Давайте вы вот его прям сразу и озвучите. Но я вот молодежи всегда говорю, вы коми-язык можете, через коми-язык можете все языки мира выучить. Они говорят, как это? Через исследования. Если заглянуть в историю человечества, раньше все люди говорили на одном языке. И если сейчас посмотреть в разных языках слова, вот, например, «привет» – «чолом», в восточных языках «салам», шалом, в испанском или в итальянском ола. То есть согласные одинаковые в языках. Часто меня, конечно, ребята проверяют. Это наука называется настратика. И если вот
в центре еще создадут такой блок, куда мы можем зайти и вот найти вот любое слово, потому что они То не есть говорят. одномоментную такую цепочку на Да, разных, цепочку раз, потому что сейчас по коме можно там все найти. Здорово быть сейчас студентом, написать диплом, потому что любое слово только набрал, выйдет во всех вариантах, со всей литературы, с разговорной речи. А если еще этот блок там, то цены не будет вашему центру. Это точно. Вот, например, на последнем уроке ребята говорят, ну, вы, конечно, придумываете там привет, ягоды, там, это же общепринятые слова. Мы сейчас с вами сами придумаем слово. Я им говорю, ну, давайте. Они говорят, птица. Ведь в коми-языке лебач ничего похожего нет. Я им говорю, точно. А скажите, как по-английски будет? Я французский изучала, поэтому были сложности. И они говорят, bird. Так это же board, это в этимологию поглубже куда-нибудь загляни, и всю цепочку тут же можно вытащить с языков. Вот какой увлекательный процесс изучения любого, в принципе, Конечно. языка, и тем более Спасибо коми. огромное То есть- центру за их кропотливый труд и огромную работу, которую они делают в помощь учителям, детям и родителям, и все, кто интересуется, хочет изучать и знать. Прямо вот мои слова тоже забрали. К сожалению, нам пора прощаться. Вот на самом деле язык — это не только математика, потому что он четко структурирован, любой язык, и есть формулы, которые можно рассказывать, но, естественно, это и творчество. Поэтому я желаю вам неиссякаемости творчества, чтобы вот прям идеи возникали вот в эфире, из газет, на улице соседи чем-то поделились, да? Все вместе мы будем развивать все языки мира. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо. До свидания. Альши. А вам, дорогие телезрители, хороших выходных, качественно отдохнуть, и увидимся в понедельник в рабочем полдне. До встречи.